Привет! Вы смотрите проект «Выше всех». Здесь только самые клевые герои. В этом выпуске мы познакомимся с парнем из Белорецка. Там он абсолютная звезда, и знает его каждый. Пришло время узнать, как совмещать 33 увлечения и быть на высоте. «Выше всех» — это мотивационный проект для подростков. Если ты ведешь активный образ жизни, занимаешься спортом, творчеством, а школа для тебя — это не только источник знаний, но и платформа для самовыражения, тебе к нам. Каждую неделю «Выше всех» знакомит с одним героем, парнем или девушкой. Эти ребята оставили свои заявки в нашей официальной группе ВКонтакте. В конце сезона путем зрительского голосования мы определим победителя. Ему вселенское уважение, космический респект, аплодисменты планетарного масштаба и, конечно же, от нас крутой подарок. Фотосет с классом и памятные альбомы. Будь выше всех, звезды всегда заметны. Привет, Игорь. Приветик. Я знаю, что ты из города Белорецка, и у меня туда ездила мама. Она говорила, что там очень красиво. Безусловно. Также я знаю, что у тебя очень много разных интересов. Какое увлечение твое самое любимое? Сейчас на данный момент любимое увлечение – это аниматорство. Я провожу праздники для детей. А ты за это получаешь какую-нибудь сумму денег? Получаю, Какую? так скажем, 25% от праздника. Это сколько? Это получается четверть. А как вообще получилось, что ты начал работать аниматором? Однажды я поехал в мой любимый лагерь, и там меня увидели, заметили и предложили поработать. Я в новом обличии. Сегодня я Фиксик, супергерой, только, правда, очень маленький. И сейчас мы проведем небольшой праздник. Посмотрим, как это выглядит со стороны. Оба, оба! Я сказал... Так, не трогать мои шарики! Раскрой секрет, как завоевать расположение детей? На самом деле это не очень сложно. Нужно их просто как-то заинтересовать тем, что ты делаешь. Если ты сам с удовольствием этим занимаешься, то и дети сразу потянутся за тобой. А то, что ты занимаешься аниматорством, влияет на твое общение с одноклассниками? Да, это влияет. Например, я стал лучше заставлять их что-то делать. Ну, например, нужно там пойти подежурить. Если раньше как-то не получалось мне это сказать, то сейчас как-то сразу выработался голос, и это получается достаточно легко. Так, давай выходим. Кто так танцует, ребят? Ну, правда. Ну, посмотрите, ну что это? Танцуешь? Вот эти люди играют в КВН, потому что они танцевать не умеют. Давайте как-то энергичнее. Выходи сюда. Ты что с моей девчонкой танцуешь? А чьи-то она твоя? Че, разберемся, что ли? Чё, давай разберемся. О, самбо. Чё, давай, самбо. Напросился. Музыка, включи. Самба, опа, самба, А чё, вы думали, что мы реально драться, что ли, будем? Пам-пам-пам. Как ты учишься в школе? Просто ты вот уже в 10 классе сдал ОГЭ, да, как я знаю. Как вообще сдал ОГЭ? Ну, ОГЭ я сдал нормально. У меня, получается, я сдавал 4 предмета. Русский, математика, это, ну, как бы понятно. Дополнительно сдавал физику и информатику. Физику я сдал на 4, все остальные на 5. А ты ходил к репетиторам или ты сам все выучил? К ОГЭ я готовился сам. То есть, получается, ну, как бы там программа была не очень сложная, и я это все прекрасно понимал, и мне к репетиторам не приходилось ходить. Сейчас, например, уже 10 класс, ты понимаешь, что нужно готовиться к ЕГЭ, и вот тогда просыпаются все эти репетиторы, и ты понимаешь, что без них сложно будет сдать. А на кого ты хочешь поступать? Если честно, этот вопрос мне не очень нравится, потому что я до сих пор сам не определился, кем и куда я хочу поступать. Я очень рад, что у меня есть такой друг, и я очень за него горжусь. Игорь всегда нам помогает. Я помню в прошлом году, когда мы учили танец для школьного мероприятия, он отдельно с каждым разбирал движения, которые у кого-либо не получались. Я считаю Игоря своим вторым учителем. С Игорем я знаком всего лишь год, но за этот год я узнал то, что он преуспевает во многих мероприятиях.
Он помог мне подружиться с ребятами, влиться в коллектив. Мы с Игорем ходим на волейбол. Хоть он иногда пропускает тренировки, у него хороший результат. Голосуйте за меня, потому что я... Также у тебя еще много разных увлечений. Сначала я пошел на бальные танцы. То есть меня просто пригласили, сказали, не хочешь потанцевать? Я такой, ну, конечно, хочу, почему бы и нет. И все, и, наверное, лет 5 я протанцевал в бальных танцах. Потом потихоньку это, конечно, увлечение уже иссякло, и я просто стал танцевать. От школы ты, наверное, выступаешь часто очень. И приходится ли тебе прогуливать предметы? И как к этому относятся учителя? Конечно, приходится прогуливать уроки, но учителя относятся к этому уже, наверное, нормально. Во-первых, потому что я учусь отлично, и как-то это все косяки мои сглаживает. А как так? Отличник может быть прогульщиком, тем более в старших классах? В моем случае, да, так может быть, потому что я стараюсь принимать участие во всех конкурсах, например, школьных, городских, и частенько пропускаю. Давай попробуем. Да. Да, вот. Все, да, пойдем. Сейчас вы увидите, как нужно танцевать. Танцевать. Не в силах больше ослепить меня, стоп. Огни твои не в силах больше ослепить меня на дольше, чем на 7 ночь. А откуда такая любовь к сцене? Опять же вернусь к своему любимому лагерю. Там мы очень-очень часто выступали. И вот оттуда, наверное, все это и понеслось. Вот ты так часто говоришь о своем лагере. Может быть, всем туда стоит съездить? Он такой классный. Конечно, стоит. С самого маленького возраста я там находился. Мне было лет 5-6, меня туда отправили родители. И вот у нас там был один конкурс, назывался «Мистер Планета Здоровья». Я, естественно, принял участие в нем и занял первое место. И так, вот, наверное, понеслось вот это все. Участвую в конкурсах, побеждаю. А вот первый конкурс, он для тебя, получается, очень много значил. А что вы там делали? Я показывал себя в нем с разных сторон. Я показывал, как я, например, умею танцевать. Я показывал, как я умею логически мыслить. Я показывал, как я там могу признаться в любви девушке. И по этим всем критериям я набирал баллы и, естественно, выиграл. Ты вот сказал, естественно, выиграл. А что бывает, когда ты проигрываешь? Ничего страшного не происходит. Я привык и к победам, и к поражениям. Вот вы в моей комнате. Ну, что здесь можно увидеть? Так это сразу, наверное, карта. Это связано с моими такими желаниями. Я хочу посетить просто все уголочки этого огромного, пока что еще неизведанного мне мира. Больше всего я, наверное, хочу посетить Францию. Не знаю почему, может быть, связано с какой-то романтикой. Вот ты очень активный человек, занимаешься с шахматами, у тебя даже очень много медалей. Меня заметил один преподаватель шахмат. Говорит: Игорь, идем к нам в клуб, будем вместе играть, будем выигрывать. Я сказал: а почему бы и нет, давайте типа попробуем. Ну и все, я сходил на первое занятие, мне понравилось, и так на протяжении долгих лет я ходил, наверное, лет 5 ходил тоже. А вот здесь так много медалей, тут есть какая-нибудь за успехи в шахматах? Да, вот, например, есть вот такая вот золотая медаль. Это я А за что она? участвовал в республиканском турнире и был абсолютным чемпионом. Я набрал 9 очков из 9. А я сделал 5. Кстати, это начало Карпов очень любил использовать в своих лучших партиях. Ну, просто так захотел. Конечно. Делай маркировку. Я вот вижу у тебя очень много медалей, и еще вижу много кубиков Рубика, да? Правильно же так? Да, правильно. А как ты вообще от шахматов перешел к кубику Рубику? На самом деле это практически, наверное, никак не связано, потому что кубиками я начал заниматься совсем недавно.
буквально с того лета. Мне один парень показал, как собирать обычный кубик Рубика 3×3. И вот это как-то меня зацепило, мне понравилось его собирать, и я решил собрать такую коллекцию свою. И потихоньку этим занялся. А это тоже кубик? Это вроде бы не кубик, это же звезда. Да, это тоже кубик, только это, наверное, будет правильно сказать, кубик Фишера. А какой твой самый любимый кубик Рубика? Самый любимый, наверное, вот этот. 2×2. Не знаю почему. Наверное, потому что он легко крутится. Может быть, потому что он маленький, аккуратный. Но вот это самый такой любимый. А ты хотел бы принять участие в конкурсах по кубику Рубику? По кубику Рубика я бы не хотел, наверное, принять участие. А вот по настольному теннису с удовольствием. В настольный теннис я пришел тоже достаточно давно. Опять же, началось с лагеря. Туда пришел, мне однажды показали, как люди играют вообще, как держат ракетки, и меня это зацепило. И уже лет, наверное, 10-11, как я играю в теннис. А вот шахматы и настольный теннис – это все твои спортивные виды увлечения? Нет, также я занимаюсь волейболом. Волейболом я занимаюсь относительно недавно. Меня позвали туда, я ходил, и в итоге совсем недавно на первенстве города наша команда получила первое место. Кстати, медаль где-то... Вот медаль. Можешь посмотреть. Круто. А почему она такая маленькая? На всех золота мало. Вот это было красиво. А вот ты сам почувствовал азарт волейбола и хотел бы стать профессиональным игроком? Кстати, такая мысль меня тоже посещала. Мне почему-то вот после именно той победы сразу захотелось заняться этим профессионально. У тебя на носу 11 класс. Какие ты вообще перед собой цели ставишь? Сейчас основная, наверное, главная цель – это получение золотой медали. А получу золотую медаль, там и поступлю в хороший университет. Я уверен, что у тебя все получится, и ты поступишь куда хочешь, потому что ты во всех разных направлениях очень хорошо развиваешься. Надеюсь, что именно так все и будет. Ну да. Удачи тебе, всего хорошего, пока. Давай. Ребята, голосуйте за своих любимчиков и тоже стремитесь попасть в нашу студию. Помните, что звезды всегда заметны. До встречи через неделю. Пока.